Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. На площади Свободы в Сухуми продолжается акция голодовки активистов движения за принятие 20-й статьи Конвенции ООН. Как известно, на днях к Асиде Корту, Аджансуху Адлиба, Ивану Ачба присоединились Алина Ачба, Марина Агарба и ветеран Отечественной войны народа Абхазии Бота Ажиба. В связи со сложившейся ситуацией на 10-й день голодовки на площади Свободы собрались граждане республики, поддерживающие принятие 20-й статьи Конвенции ООН и сопереживающие голодающим. Репортаж Гугут Савардания. Более 9 тысяч подписей граждан со всех районов республики собрали участники движения за 20-ю статью Конвенции ООН. В Сухуми на площади Свободы продолжается мирная акция протеста. 6 человек отказываются принимать пищу, пока их требования не будут выполнены. В связи со сложившейся ситуацией на площади Свободы собрались люди. Во время акции стало плохо двоим участникам голодовки – Марине Агарба и Боте Ажиба. Люди пошли на крайний шаг. Они рискуют своим здоровьем, но мы не видим никого здесь. Мы хотим сказать всем, что пока здесь у нас 5-6 человек голодуют, если мы не увидим перспектив, вынуждены будем, здесь гораздо больше людей сядут, но давайте не будем до этого доводить. Мы один народ, одна страна, наши народные избранники, наша власть должна нас принять. Никакого назад отката не будет. Я говорю не только за себя, в первую очередь за тех, кто объявили голодовку. Они не смогут остановиться, а мы вынуждены будем и гораздо большем количестве их поддержать, потому что их требования ради нас, ради нашего будущего. Мирную акцию протеста поддержала и абхазская диаспора в Турции, где также идет сбор подписей в поддержку 20-й статьи. ويا مشتاق أجار رجوبكوا أبصر أبخي نرجلنا رزق خزخزة يا أرتزاب خيرك وشهايت درجية شوب أنا بتصيره يرى تركتلت يا زقانكوا ماجك يا خزة يا برخاجو ميليتسيا جانا خلا بروبلمكوا الله رح زارا نقول يقول تتاكم زرو براجي أملا شرا يلا جركون رجويتاز يخجيو بريوز زارا برا يقولوا أبراجي يزبط يويبش ما политика تخرخارتك وزمو جوانا جرك زمو ورزقي يتشكني يتقلب. Участница голодовки Асида Корту поблагодарила всех собравшихся за поддержку и обратилась к ним с просьбой проявить терпение и подождать еще немного. Мы хотим, чтобы приняли закон, значит, мы идем по законному пути. Если наш уважаемый парламент, состоящий из 35 человек, не встанет нам навстречу, 9 тысяч голосов, подписи мы имеем, тогда мы сами тоже будем знать, что делать. Пожалуйста, давайте дадим им время. Они нас попросили, они нам обещали, имена депутатов названы, мы знаем, кого мы можем вытащить сюда к нам на площадь, и каждый из них, я вам лично обещаю, каждый из них придет сюда, смотря вам в глаза, будет держать перед вами ответ. Они наши избранники. Спустя некоторое время собравшимся на площади людям объявили, что в парламенте республики проходит заседание профильного комитета, на котором обсуждается тема внесения поправок в антикоррупционный закон. Сейчас, в данный момент, идет комитетское заседание, где мы еще раз прошлись по нашим общим поправкам, которые уже наизусть знаем и мы, и уважаемые депутаты. Нам обещали, что завтра будет сессия, на которой закон будет принят. С нашими поправками. У нас, по сути, с депутатами видение, во всяком случае сейчас, одно. Мы изначально все эти годы предлагали меру наказания за незаконное обогащение должностными лицами, отстранение от занимаемой должности без права восстановления на госслужбе. Мы никогда не предлагали тюремные сроки, если не вводить тюремные сроки, если не вводить конфискацию и на первых этапах ограничиться отстранением от занимаемой должности без права восстановления на госслужбе, то никаких особых трудностей по введению этой статьи не будет. Сейчас депутаты думают над тем, собирают юристов, можем ли мы вообще
и в этот закон, если там нету тюремного срока, если у нас в статье 15 этого закона за предоставление заведомо ложных данных, отстранение без права, восстановление на госслужбу, там же и прописать эту меру, и все. Но, возможно, придется и в УК вносить. То есть этот вопрос решится вот в течение суток. После этого было решено делегировать в Народное собрание группу из 7 человек, чтобы они имели возможность присутствовать на обсуждении. Это список от народа, от лица тех, кто сегодня собрался, от лица тех, кто болеет за нас душой все эти дни, которые приходят, поддерживают нас, сидят тут с нами каждый день, почти с нами вместе голодают. Кадыр Аргун, Нукзар Аргун, Рауль Смыр, Сабу Анзор, Актай Чкотуа, Роин Джагмазия, Лариса Тарбам, Зиебея. Я надеюсь, никто не будет против. Участники акции голодовки вновь подтвердили намерение не прекращать акцию, пока их требования не будут выполнены. Гугут Савардания, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. После обсуждения вопроса принятия 20-й статьи Конвенции ООН на закрытом заседании депутатского комитета группа депутатов направилась к участникам акции голодовки на Площадь Свободы. Они сообщили, что на 12 марта назначено заседание сессии парламента, на котором будет рассмотрен вопрос внесения поправок в закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими депутатами. Обратились к активистам с просьбой прекратить акцию голодовки. В итоге активисты движения за принятие 20-й статьи Конвенции ООН приняли решение приостановить голодовку на 1 день. Депутаты – люди ответственные. Сегодня было немало людей, немало депутатов. И, в принципе, очень большая доля вероятности, конечно, если что-то не произойдет, конечно, что сессия, во-первых, состоится, завтра будет назначена экстренная сессия, и эти дополнения, эти нормы статьи, которые предлагаются, они будут внесены в этот закон, законе о декларировании расходов и доходов, и он с большой долей вероятности будет принят. Это очень сложный закон, его не так легко принять. И когда говорят в помощь, научные сотрудники нужны, когда говорят, что можно принять закон о госслужбе за 2 месяца или за полгода, это просто нереально. Вот такие проекты закона, скажем так, вот и лежат в парламенте. И 7 лет этот закон о госслужбе не лежит в парламенте. Пусть никто не вводит в заблуждение общественность. Ну и потом хотелось бы сказать, что поправки поступили в парламент сегодня, и правовой отдел уже занимается поправками, чтобы вынести завтра на сессию. Но это, скажем так, с правовой точки зрения, это будет политическое решение. Жизнь отдельно взятого человека, она гораздо ценнее, чем любое нарушение закона. А здесь прямого нарушения закона нету. Непринятие закона и непринятие соответствующих поправок связано лишь с тем, как будет он реализовываться. Вот и все. Это будет политическое правовое решение со стороны парламента. Мы приняли его в 4 чтениях, и он до сегодняшнего дня не начал работать. Даже если бы он был принят и начал работать с сегодняшнего дня, от момента принятия до момента реализации прошел бы какой-то период времени. Мы приостанавливаем на 1 день, потому что все люди, все устали. Мы акцию не покидаем, мы остаемся здесь. Но народ, который устал целый день с нами, пожалуйста, кто хочет, можете остаться, кто хочет по домам. Все равно результат завтра мы все услышим. Мы вам обещаем, мы 1 день все вместе соберемся здесь на площади и отметим это событие. Я надеюсь, правильное, хорошее событие. Думаю, положительный будет результат у всех. Мы очень верим вам, пожалуйста, наши депутаты. С 14 марта государственная граница по реке Ингур будет полностью закрыта. Такая мера принята в целях недопущения распространения на территории Абхазии коронавирусной пневмонии. Исполняющий обязанности президента премьер-министр Валерий Бганба провел совещание с представителями межведомственного оперативного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, на котором, в частности, были обсуждены меры по предупреждению проникновения вируса на территорию Абхазии и даны соответствующие поручения.
Распоряжение исполняющего обязанности президента о закрытии абхазо-грузинской границы подписано сегодня. Кроме того, межведомственному штабу совместно с МИДом поручено рекомендовать жителям Абхазии не выезжать за пределы страны, в особенности в страны, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Штабу также рекомендовано пересмотреть перечень препаратов, подлежащих государственному резерву лекарств и медицинских изделий для обеспечения лечебных учреждений страны. На государственной границе Ингур будет введен полный карантин. То есть доступ на ту и эту сторону граждан будет прекращен. В связи с тем, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в Грузии увеличивается. На сегодняшний день там зафиксировано 23 пациента, более 50 человек находятся на карантине. Мы максимально должны принять все исчерпывающие меры для того, чтобы минимизировать такую возможность для попадания на нашу территорию и дальнейшего его распространения. Кроме того, мы принимаем и другие меры, которые включают в себя проведение противоэпидемических мероприятий с силами санэпидслужбы при активном взаимодействии с Роспотребнадзором России, Минздравом Российской Федерации. На сегодняшний день у нас наши лечебные учреждения обеспечены необходимым набором противовирусных, антибактериальных препаратов, других средств лечения. Мы должны быть готовы на случай поступления пациентов, в том числе и с тяжелыми формами внебольничной пневмонии. Такие пациенты у нас есть, проходят полный курс лечения. Ну и, соответственно, мы создали определенные резервы на случай необходимости дополнительно обеспечить наши больницы всем необходимым. И сегодня же в связи с распространением в сопредельных странах коронавирусной пневмонии Министерство иностранных дел распространило обращение к гражданам Абхазии с призывом без лишней надобности не покидать территорию страны и отказаться от всех поездок. В связи с резким увеличением зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, МИД Абхазии в очередной раз убедительно просит своих граждан не покидать территорию страны и полностью отказаться от всех поездок за границу. Призываем также обратить особое внимание на распоряжение исполняющего обязанности президента Валерия Абганба, согласно которому пункты пропуска на абхазо-грузинской границе будут закрыты для всех категорий граждан с 20 часов 14 марта 2020 года. Просим наших граждан, находящихся за пределами Абхазии, в обязательном порядке принять во внимание дату и время закрытия КПП «Ингур» для своевременного возвращения на родину. МИД Абхазии также настоятельно рекомендует представителям государственных органов власти и общественных организаций приостановить осуществление рабочих визитов за границу. Центральная избирательная комиссия Абхазии разместила на своем сайте имущественные декларации кандидатов в президенты на предстоящих 22 марта выборах. Кандидаты сообщили сведения об имуществе, принадлежащем им, их супругам и детям на праве собственности, в том числе на праве общей собственности. Согласно декларации Адгура Арзенба, ему и его семье принадлежит гостевой дом в Новом Афоне, домовладение в Дурипше, по одной квартире в Москве и Сочи, земельный участок в Москве, машина в Сочи и автомобиль Mercedes E300 2011 года выпуска. Аслан Бжаня сообщил о нахождении у него и членов его семьи в собственности и долевой собственности, домовладение и квартира в Абхазии, 5 квартир и 3 земельных участка в России, а также Mercedes S600. В личной собственности Леонида Запшева и его близких родственников находятся 2 квартиры в Сухуме, 1 в Гудауте, земельный участок в Сухуме и Гурмисте и Toyota Land Cruiser и микроавтобус Mercedes-Benz. ЦИК Абхазии сообщает, что граждане Республики Абхазия, не прописанные на территории республики, принимают участие в выборах президента на основании паспорта гражданина Республики Абхазии и удостоверения на право голосования, которое выдается ЦИКом на основании письменного заявления избирателя. Для получения удостоверения на право голосования необходимо с 12 до 22 марта включительно обратиться в Центр избирком, расположенном по адресу город Сухум, улица Конфедератов, 37.
В Абхазии вновь непростая ситуация с лесными пожарами. Только за минувшие сутки по республике спасатели 51 раз выезжали на тушение пожаров и возгораний, связанными с самовольными поджогами. Однако масштабы поджогов таковы, что сотрудники МЧС физически не успевают с одного пожара на другой. При том, что спасатели находятся в круглосуточном режиме работы. Почему в нашей стране лесные пожары стали нередкими и как с этими бороться? В теме разбиралась Амелия Бисмарк. Лесные пожары зафиксированы как в восточном, так и западном регионах Абхазии. МЧС отслеживает масштабы распространения огня на территории республики при помощи спутника. Первый очаг был зафиксирован и поступил сигнал о пожаре. Это Чимчирский район и Гагарский район. Потом уже последующие дни, каждый день у нас возрастал сигнал о пожаре. И уже на сегодняшний день работаем. На сегодняшний день, на данный момент работает пожарная часть города Чимчирского района, тушат в село Кундык и Подзюбжах. Также еще на выезде у нас Гагра, ну там район самой Гагры, не за пределы Гагры. Лесокустарники в основном горят. Пожарные уже успели освободить от огня обширные площади сельских и лесных территорий. Однако есть такие места, куда специалисты добраться не могут. Еще есть такие места труднодоступные, куда наша техника и наши бойцы не могут дойти. Это Кудаутский район, Сухумский район, это Яштуха Верхняя и это Кударское ущелье. Что касается основной причины пожаров, то в Абхазии попросту не может быть самовозгораний, будь то сухая листва, кустарниковые растения или же деревья. Стало быть, виной всему происходящему человек и его жизнедеятельность. Всем известно, что весной в Абхазии активно идет воздел почвы. Но чтобы вспахать землю и посадить что-либо, поле сначала необходимо очистить от неблагородных растений. Самый простой, но, как оказалось, и наиболее опасный способ сделать это – уничтожить сорняки при помощи огня. Местные жители не знают и о том, что разводимые ими костры могут создавать условия для возникновения новых очагов на совершенно других, отдаленных от их владений территориях. Данные суждения подтверждают и ученые-исследователи климата. Пожары, образованные на локальном уровне, связанные с деятельностью человека, они могут способствовать образованию новых очагов. Почему? Потому что сегодня новый термин введен в этом аспекте. Вот образование от пожаров пыли называют пироаккумулятивным. Пироаккумулятивные процессы они приводят к тому, что образуют сухие грозовые тучи. И образование вот таких грозовых туч могут практически образовать новые очаги. В случае, если погода устойчива в плане при отсутствии хотя бы неделю, 10 дней атмосферных осадков. Поэтому для территории Абхазии это также имеет место быть. С особой осторожностью обращаться с огнем следует поздней весной, осенью и в засушливые периоды времени года. Самые опасные периоды – это в основном как раз-таки поздней весной на территории Абхазии, когда уже практически уравновешиваются температура морской воды и температура воздуха. Наблюдаются периоды отсутствия осадков порядка 20 дней, а то и больше иногда бывает из года в год, если рассматривать, и осенью, когда уже практически, вы знаете, растительность, особенно однокультурная, она практически сухая. В настоящее время специалисты МЧС прикладывают все усилия, чтобы локализовать пожары. За последние несколько дней им приходилось выезжать на места возгораний более 50 раз. Ситуация действительно непростая. Большая надежда на прогнозы синоптиков, которые обещают, что к концу текущей недели в Абхазии начнется период дождей. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Распоряжением исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Абганба под председательством спикера парламента Валерия Кварча создана Государственная комиссия по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, первого президента Республики Абхазия, героя Абхазии, кавалера ордена Ахтзапша первой степени Владислава Григорьевича Арзенба.
11 марта известному абхазскому поэту Таифу Аджба исполнилось бы 81 год. В день рождения Таифа Аджба в Доме-музея Дмитрия Гулия прошла церемония вручения государственной премии имени поэта за вклад и развитие детской и юношеской литературы. Конкурс на премию проводится один раз в 3 года. В этом году премии удостоились Аламия Геннадий за произведение детской поэзии «Песня нартов» и Когония Валентин за произведение детской драматургии «Моя белая курочка». Подробности в репортаже Сарии Кварацхеля. Таиф Аджба считается классиком абхазской детской литературы. Его перу принадлежат множество стихотворений, которые стали по-настоящему любимы детьми. Стихи Таифа Аджба исходят исключительно из традиционного уклада жизни абхазов. За время своей творческой деятельности автор писал поэмы и для взрослых. Помимо поэзии и прозы, Таиф Аджба также занимался написанием критико-литературных статей, посвященных развитию абхазской поэзии. Стихи поэта и сегодня актуальны, и их с большим удовольствием читают как дети, так и взрослые. راد قشة ما حكي رقات قشة وحبس ورا حشت رمزوة يخنزوة В день рождения Таифа Аджба в Доме-музея Дмитрия Гулия прошла церемония вручения государственной премии имени поэта за вклад в развитие детской и юношеской литературы. На конкурс представляются опубликованные произведения, претендующие на победу в следующих жанрах – поэзия, проза, драматургия. Организатором конкурса выступает Министерство культуры. Поэт лымкала аплюза рыбзебара змута и фачба им шира ачны яраихицху премия лауреатши рытнухела. Конкурс на премию проводится один раз в 3 года. В этом году государственной премии имени Таифа Аджба удостоились произведения «Песня нартов» Геннадия Аламия и «Моя белая курочка» Валентина Когония. Цакыла сахала ивичо ашква и мачно пехазы и шранахшу. Убракнат яразлбха хаура амуза я хозар арина хыски хучква сырза абсырстаху. وزي بري الدنيا جو تخز وراح يسزر طيف أجبه دزبرت دسقولا زرت نصار سيد حس حرب شو بري عارت سزقوكن وبري عارت دستخن. На вечере помимо друзей и коллег присутствовали учащиеся Сухумской первой школы и Ачандарской средней школы, носящей имя Таифа Аджба. Дети читали стихи и показывали сценки, поставленные по произведениям поэта. Также нужно отметить, что на церемонию вручения премии приехала и семья Таифа Аджба, вдова поэта Римма Когония, дети и внуки. Eu cerceru azețăs, eu cerceru ayami xdăs, сайсыз дара бумбысша, ахай сироп умаша. Присутствующие говорили как о творчестве, так и трагической жизни Таифа Аджба, которого в начале грузино-абхазской войны в 1992 году ввезли в неизвестном направлении, и дальнейшая его судьба до сих пор неизвестна. За короткую жизнь Таифа Аджба было издано много его поэтических сборников, в том числе однотомник избранных произведений «Благословение», куда вошли лучшие стихи и поэмы разных лет. Сария Кварацхеля, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Сухуми прошел первый день круглого стола, посвященного взаимодействию институтов гражданского общества Краснодарского края и Республики Абхазия. Проект реализует Краснодарская краевая общественная организация «Центр национальных культур» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. В ходе круглого стола с докладами выступили представители различных общественных объединений Абхазии и Краснодарского края. Все подробности в репортаже наших корреспондентов. Проект «Краснодар-Сухум. Территория добрососедства» направлен на развитие и укрепление сотрудничества общественных организаций России и Абхазии. Его реализация будет проходить в 3 этапа. В апреле аналогичный семинар планируется на территории Краснодарского края. А на заключительном этапе будет проработана форма дальнейшего сотрудничества, а также проведен совместный концерт. 3-й этап, значит, будет тоже уже в мае месяце с города Краснодара. Мы приедем в количестве уже 80 человек, и в составе нашей группы будут творческие коллективы Краснодарского края.
Как вы знаете, Кубань – это многонациональный регион. В работе круглого стола приняли участие различные общественные организации Абхазии. Среди них и культурно-благотворительный фонд «Ашана», который вот уже 8-й год оказывает помощь в сборе средств для тяжело больных детей. В конце 2011 года стартовала основная акция благотворительного фонда «Спасем жизнь вместе». За 8 лет в рамках акции нами было собрано 58 миллионов 533 тысячи 756 рублей. 299 детям оплачено 344 курса лечения в лучших клиниках России и мира. С докладом выступила и Анна Калягина, президент некоммерческого партнерства «Абхазский союз туризма», который был создан в 2016 году по инициативе тогдашнего руководителя ТПП Геннадия Гагулия. Нами было достигнуто за эти 4 года, что мы сделали. Ну, прежде всего, мы провели 25 заседаний круглых столов по направлениям брендирования, реклама, продвижения, подготовка к сезону, страхование, визы, иностранные граждане, миграционная политика. Это все, что касается туризма и то, что нам сейчас необходимо решать. Одно из ярких таких мероприятий, которые мы провели в 2018 году, это был фестиваль «Мимозы», первый туристический форум «Визит Апсны» в Абхазии, где были приглашены эксперты из России, прежде всего, международные эксперты. Делегация из Крыма тогда к нам приехала, и мы успешно поговорили о развитии именно бизнеса. От делегации Краснодарского края выступили активисты различных национально-культурных организаций, таких как Центр адыгской культуры, Союз армян России, Общество азербайджанской культуры. Были также представители молодежных организаций Кубани. Мы выявляем молодежь, которая активная, позитивная, здоровая, которая интересно занимается общественной деятельностью, которая не безразлична к судьбе своего края, своей малой, большой родины. Мы их выбираем, организуем им различные мероприятия, курсы, какие-то другие активности. Поэтому и приехали, чтобы тоже познакомиться с молодежью, рассказать, как это у нас устроено, узнать, как это здесь устроено, поделиться каким-то опытом. Возможно, есть какие-то лучшие примеры того, как нужно то или иное проводить. Вот. И непосредственно хотели бы, естественно, взаимодействие наладить, постоянно встречать в гостях, постоянно приезжать в гости. По словам Василия Чанба, подобный обмен опытом будет способствовать взаимодействию и укреплению дружеских отношений между Абхазией и Краснодарским краем. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Профессорско-преподавательский состав Абхазского госуниверситета продолжает проводить профориентационные беседы с выпускниками школ республики. Очередная такая встреча прошла с выпускниками Ачамчирского района. Целью мероприятия является выявление талантливой молодежи и помощь им в выборе будущей профессии. На встречах с абитуриентами присутствуют деканы и преподаватели всех факультетов АГУ и специалисты, которые непосредственно занимаются составлением вопросов для вступительных экзаменов. Преподаватели и заведующие кафедрами АГУ подробно рассказывают выпускникам о возможностях, которые предоставляют те или иные факультеты. На состоявшейся в Ачамчире встрече присутствовали учащиеся большинства школ района. Всего в этом году в Ачамчирском районе более 160 выпускников. Мы продолжаем прямые эфиры с участием кандидатов в президенты и вице-президенты Абхазии. Сразу после информационного выпуска Амша Юкшара смотрите интервью с кандидатом в президенты Абхазии Леонидом Дзапшба. И в конце выпуска информация о погоде. По информации Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами возможен туман, днем возможно кратковременный слабый дождь. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем 13-18. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.